Друзья, рада вас приветствовать в моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 8 марта 2020 года. Во-первых, хочу поздравить всех девочек. Девочки, желаю счастья, любви, взаимной, разделенной. Желаю, чтобы весна была в душе постоянно. Давайте посмотрим, что же ждет нас сегодня. Но прежде чем мы этот вопрос обсудим, откроем карту дня, хочу попросить у вас совета, то есть нам нужно что-то решать с карты дня, потому что много очень комментариев приходит, что без тайм-кода неудобно, и я вас понимаю, действительно, это экономит время, тайм-код, но дело в том, что каждый день этим я заниматься не могу, просто не хватает у меня времени и сил на это, то есть если найдется помощник, человек, который захочет под каждым видео выставлять тайм-код, я буду очень рада, и пишите в таком случае мне в личные сообщения, и ссылки все под видео будут. Если такого человека не найдется, я предлагаю нам 3 варианта. То есть вы, пожалуйста, в комментариях напишите циферки просто раз, два, три, и я вот эти варианты сообщений закреплю в сообщении, вы выберите, пожалуйста, и мы взвесим все за и против и сделаем выбор правильный. Во-первых, карта дня для каждого знака и с тайм-кодом. Но в таком случае, вот если я этим занимаюсь, то в таком случае не буду делать прогнозы на неделю. То есть будет у нас карта дня для всех знаков с тайм-кодом и прогноз на месяц. Прогнозов на неделю не будет. Это первый вариант. Второй вариант, когда у нас карта дня есть, но нет информации о каждом знаке. Просто одна карта дня и все. Третий вариант – это когда мы вообще убираем карту дня, оставляем только прогнозы на неделю и на месяц. То есть, может быть, она вообще вам не нужна. И вот, пожалуйста, как вам удобно, как вам больше нравится, напишите циферки раз, два, три в комментариях. Я потом все посчитаю, взвешу и сделаем выбор такой, чтобы всех нас устроил. Итак, посмотрим, что ждет 8 марта. Нас, какая будет карта дня. Сегодня будет карта дня одна, не будет по знакам, чтобы не было у нас вопросов в этом плане. Пусть будет только одна карта, как вот мы раньше делали. Сегодня у нас выпадает десятка бубновая. Кстати, есть у нас видео на 8 марта по знакам. Я делала на метафорической колоде. Можете найти это видео в плейлистах. Так и называется плейлист 8 марта. И там как раз есть информация для каждого знака. Итак, выпадает десятка бубновая. Карта говорит о том, что сегодня вы можете очень сильно быть удивлены. Может открываться какая-то новая информация, либо человек с новой стороны может открываться. В общем, вы действительно сегодня можете узнать что-то новое, даже то, чего не ожидали. Кроме того, карта связана с большим количеством общения, с большим количеством информации. Когда мы собираемся вместе, когда мы получаем результат каких-то наших стараний, каких-то наших дел, особенно это касается общения. Также карта говорит о том, что сегодня будет замечательное время для того, чтобы отдохнуть, просто полежать с книгой на диване, если есть такая необходимость, может быть, действительно накопилось много усталости. Замечательный день для того, чтобы просто расслабиться, либо для того, чтобы узнать что-то новое, допустим, о своем городе, поехать в какие-то новые места, либо, может быть, отправиться в путешествие в новый город, может быть, кто-то захочет отправиться даже и в другую страну, то есть здесь больше такая познавательная поездка, когда нам хочется просто новых впечатлений, новой информации, когда нам хочется найти какую-то точку в своей жизни, которая даст нам толчок захотеть чего-то большего, даст возможность, чтобы какие-то появились новые планы, цели, задачи и так далее. То есть очень удачная карта для того, чтобы учиться, набираться знаний. Также карта говорит о том, что если сегодня вы захотите что-то о себе скрыть, не договорить, то есть это, скорее всего, не удастся. Скорее всего, откроется какая-то информация, которую вы раньше скрывали. Также карта говорит о том, что вообще не стоит сегодня быть закрытым. Чем больше общения, чем больше искренности в отношениях, тем лучше будет день, тем лучше будут результаты. Карта говорит о том, что сегодня отношения могут выйти на новый уровень. Сегодня может получиться какое-то
как бы давнее дело, которое вот вы раньше, допустим, затевали, оно не давало результатов, а сегодня вот наконец может получиться. Работа, вернее, карта для работы не очень как бы результативная, да, здесь вот больше, когда мы расслаблены, отдыхаем, когда мы наслаждаемся тем, что нас окружает, когда мы слушаем своих близких, общаемся и можем, там, допустим, посещать вместе какие-то мероприятия, которые вот тоже нас как-то обогащают и интеллектуально, и, может быть, дают какие-то впечатления, и позволяют определиться с какими-то важными вещами в жизни. То есть если вы сегодня хотели бы поговорить о чем-то важном со своим партнером, вот замечательный день. Действительно, можно понять друг друга, можно договориться. Хороший день для того, чтобы поставить какие-то дальние цели для своей пары, для себя лично, для того, чтобы понять, в какую сторону вам развиваться, для чего вам жить, то есть карта, связанная со смыслом жизни. В общем, день такой вот философского настроения. Друзья, желаю, чтобы только лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!